다 잘람 유니센스나 генги И я хотел бы поприветствовать всех тех, кто слушает сегодня эти учения по интернету, всех наставников, монахов, собрания Сангхи, а также всех учеников, монахов, а также западных и восточных учеников, как мужчин, так и женщин, всех моих братьев и сестер. Я приветствую вас и надеюсь, что вы пребываете в добром здравии. Сегодня 11-й день весенних учений Арья Кшемы. Сегодня я хотел поговорить с вами о 19-м благом деянии из автобиографии стихов Миккио Дорджи «Благие деяния». Согласно конспекту из комментария «Благим деяниям», составленному прислужником Сангхи Палдрубом, отрывок о медитации. Мы сегодня будем говорить об отрывке медитации на относительной бодхичитте, состоящем из двух частей. Обмен себя на других в медитации и принятие невзгод как пути в постмедитации. Мы завершили первую часть и сейчас обсуждаем вторую, которая состоит из 10 подразделов. И мы с вами прошли первые до 8. И сегодня мы переходим к 9. При внесении принятия враждебности как пути. Завтра мы, наверное, перейдем к 10 разделу принятия жадности как пути. И четверостишее, в котором говорится об этом деянии, принятии враждебности как пути. И прежде чем я начну говорить об этом, я хотел бы завершить немного объяснение, оставшееся от 9 четверостишия, и затем мы перейдем к следующему, к 9 разделу. Завершим 8 и перейдем к 9. И в 8 разделе «Принятие успеха и неудачи как пути» мы говорили о 3 разделах. И 3 разделом являлись лучшие возможности для практики, когда дела идут хорошо или плохо. Мы говорили об этой теме. И говоря о том, когда дела идут хорошо и плохо, когда у нас дела идут хорошо, нам сопутствует удача. Мы говорили об этом. И сегодня мы переходим ко второй половине этого повествования, объяснения, что лучшей возможностью для практики является то время, когда дела у нас идут плохо. И, как я уже говорил вчера, в нашей жизни бывают разные условия, и иногда, когда мы находимся в плохом положении, когда дела идут плохо, это самое лучшее время для того, чтобы накапливать заслуги. Я говорил об этом вчера. И, например, вода всегда падает вниз, она никогда не поднимается самостоятельно вверх. Точно так же и здесь. Когда мы находимся в плохой ситуации, когда мы сталкиваемся с проблемами, у нас возникает больше возможностей для того, чтобы накапливать заслуги. У нас есть возможность или надежда, или ситуация, которая способствует накоплению заслуг. Например, если мы занимаемся какими-то инвестициями, мы покупаем самые дешевые акции, самые дешевые паи, и постепенно эти паи становятся дороже, или эти акции дорожают. И, например, сейчас есть криптовалюта, которая вырабатывается на криптофермах. И прежде эта криптовалюта была очень дешевая. Теперь же она подорожала, и за каждую монету такой криптовалюты дают десятки тысяч долларов.
И поэтому, когда мы сталкиваемся с самой трудной ситуацией, мы испытываем самые большие трудности, как физические, так и ментальные. Однако, опираясь на эти страдания, мы можем улучшить, мы можем заставить свою практику прогрессировать. Например, в том состоянии, когда у нас нет больших каких-то болезней или трудностей, и когда мы читаем мантру Ом Мани Падме Хум, мантру Авалокитешвары, и если сравнить это начитывание с тем временем, когда мы испытываем трудности и болезни, мы также произносим эту мантру Ом Мани Падме Хум. Однако эти две ситуации совершенно не похожи ни по своим переживаниям, ни по своим условиям. И когда мы испытываем трудности, мы сосредотачиваемся, мы с силой и с жаром молимся и обращаемся к Авалокитешваре. Это то, чего с нами не происходит, когда мы пребываем в здравии, когда мы не испытываем болезней или трудностей. И поэтому, хотя эта мантра одна и та же и в первом, и во втором случае, вследствие нашего отношения, вследствие различий наших помыслов, те результаты, которые мы обретаем, плоды этой практики совершенно различны. Поэтому, когда мы испытываем страдания, эти страдания не подавляют нас, но если мы можем практиковать постоянно, они помогают нам усилить нашу практику, подобно взлетающей птице, и поэтому наша практика становится только лучше и сильнее. И когда я говорю такие вещи, у вас могут возникнуть следующие мысли или вопросы. Например, если у нас болит голова или болит живот, мы не можем хорошо сосредоточиться и выполнять хорошо визуализацию. Или когда мы произносим мантры или молитвы, мы не можем их произносить как следует. Если мы посмотрим на эту ситуацию, и, например, если завтра или на следующий день, если нам суждено умереть в один из этих дней, и мы сравним те проблемы, которые испытываем сейчас, с моментом смерти, мы убедимся, что боли, которые мы испытываем в голове или в животе, ни с чем не сравнимы. И хотя сейчас, может быть, мы не можем соответствующе сосредоточиться во время молитвы, тем не менее, эти проблемы — ничто по сравнению с тем, что мы должны будем испытать, когда будем умирать. И поэтому, если мы сравним ужас перед смертью и те проблемы, которые мы испытываем сейчас, они совершенно несравнимы, потому что страх и боли во время умирания гораздо больше. Мы испытываем огромные страдания и совершенный ужас в момент смерти. И поэтому сейчас, когда мы испытываем страдания, если что-то не спорится так, как мы желаем, если мы испытываем какие-то другие проблемы, если мы можем практиковать хорошо в этот момент, то это принесет нам пользу в момент умирания. Мы сможем противостоять страхам и страданиям, которые мы испытаем во время смерти. Эта практика будет своего рода подготовкой для момента смерти, с которым нам придется столкнуться. И поэтому все те трудности, с которыми мы сталкиваемся, являются нашей тренировкой. Они тренируют наш ум, и нам необходимо распознать их таким образом. И тогда это будет очень полезно для нас. Потому что, когда мы говорим о прогрессе практики, главным образом, как я уже говорил прежде, во многом он зависит от ситуации. Если мы испытываем страдания, боли, как физические, так и ментальные, если мы можем продолжать свою практику в этих условиях, то тогда мы начинаем истинную практику. И когда мы находимся в этом урагане, в этом тайфуне проблем, мы можем расширить свое мировоззрение, мы можем расширить свое понимание.
сделать свои помыслы более широкими. И поэтому, сколько бы трудностей не возникало на нашем жизненном пути, нам необходимо воспринимать их как не проблемы, а думать лишь о том, каким образом мы можем использовать их для своей собственной тренировки, чему они могут научить нас. И тогда у нас в самом деле появится прогресс в практике, тогда наша мудрость приумножится и усилится. И Джамгун Лоджотай в одном из своих текстах, если я не ошибаюсь, он привел цитату из текста Кенце Вампо. Я не знаю точные слова этой цитаты, но смысл их был следующий. В нашей жизни есть два самых важных события, или две самые важные работы, так сказать, два самых важных занятия. Это рождение и смерть. Первое — это рождение, которое естественным образом заканчивается смертью. И поэтому это два самых важных событий в нашей жизни. Все остальные события по сравнению с ними не являются важными, не заслуживают сколько бы то ни было важности. И в соответствии с его высказыванием, мы должны понимать, что когда мы испытываем проигрыши или испытываем какую-то флуктуацию в своей жизни, когда условия становятся лучше, а затем хуже и снова лучше и так далее, во всех этих перетурбациях, какие бы проблемы ни возникали, мы должны понимать, что во многом то, насколько велики наши проблемы, зависит от нашего собственного восприятия, от нашего собственного ума. Например, если мы возьмем какую-то стену, которая построена из камней, когда на нее смотрит муравей, ему кажется это огромной горой, которую он не может преодолеть, потому что муравей очень маленький, и для него такая стена будет чем-то великим. И для него пересечение этой стены покажется пересечением огромной горы. Но если взять другую личность, например, если мы возьмем какую-то собаку, когда она посмотрит на эту стену, она поймет, что она не так уж и высокая, она может перепрыгнуть через нее. И поэтому эта собака не будет воспринимать ее как нечто непреодолимое, как некую гору, которую она не может преодолеть. Точно так же и в нашей жизни возникают взлеты и падения, улучшения и ухудшения. И когда они возникают, некоторые люди могут подумать, что те страдания или трудности, с которыми они сталкиваются, непреодолимы. Они теряют всякую надежду и перестают бороться с ситуацией, перестают прилагать усилия. Они теряют присутствие духа. Другие же, подобно той собаке, которая может перепрыгнуть через эту стену, они не воспринимают эти трудности как некие большие трудности. Они главным образом сосредотачиваются на том, каким образом они могут справиться с этими трудностями. И поэтому, если в нашей жизни возникают трудности, препятствия и прочее, мы воспринимаем их не как какие-то препятствия. Многие люди воспринимают их как своего рода каменную лестницу, которая ведет вверх. И эта стена, если мы встанем на эту стену, то мы можем увидеть прекрасную сцену, прекрасную природу, которая окружает нас. И точно так же некоторые люди воспринимают трудности не как трудности, а некую ступень или как некий метод, некое условие для собственного роста, собственного развития. Поэтому какие бы трудности мы ни испытывали, в какой бы трудной ситуации мы ни находились,
Восприятие, то, насколько тяжелы эти проблемы, зависит от нашего собственного ума, зависит от нашей собственной практики и тренировки, от нашего собственного восприятия. И поэтому, с одной стороны, трудности — это то, что позволяет нам расширить свое собственное восприятие и усилить свою практику, то, что позволяет нам тренировать свой ум. Например, я приведу другой пример. Когда мы используем нож, 0 — это то, что мы всегда используем, и мы должны его все время затачивать, и тогда он будет всегда острым и сверкающим. Если же мы не используем нож, то он постепенно начнет ржаветь. Точно так же в жизнеописаниях предыдущих святых личностей, если мы прочитаем эти жизнеописания, мы увидим, нам покажется, что у них есть какие-то суперсилы, какие-то необычные способности и возможности, какие-то особые силы. Но на самом деле это не так. Личности, святые личности предыдущих времен, с какими трудностями они не сталкивались, они всегда думали о том, как их преодолеть. Они не воспринимали их как нечто непреодолимое. И преодолев эти трудности, они смогли обрести ситхи, они смогли обрести достижения, духовные достижения. И самая большая разница между святыми личностями предыдущих времен и нами заключается в храбрости, способности преодолевать трудности и усердии. Мы можем подумать, что у этих святых личностей были какие-то другие особые силы, которыми мы не обладаем. Ну, может быть, такие силы у них были, но с другой стороны, они отличались тем, о чем я сейчас говорил. Если мы возьмем других великих личностей прошлого, такого как Лингесар и так далее, когда мы читаем или узнаем о них, нам кажется, что они были очень сильными, что они были очень смелыми, очень настойчивыми. И если взять, например, Лингесара, он завоевал очень много стран, и мы думаем, что было бы хорошо, если бы и я смог бы так же, если бы такое произошло и со мной. Но то, что они могли завоевать себе такие победы, выиграть все эти столкновения, причина этого лежит в том, что они могли преодолевать трудности, они обладали храбростью и настойчивостью. И поэтому нам необходимо задуматься об этом, что они делали, каким образом они поступали. Если у нас нет трудностей, то мы не сможем практиковать усердие. И поэтому все эти великие святые личности прошлого, великие герои прошлого, они сталкивались с проблемами, со своими врагами и прочими неблагоприятными условиями, и были способны их преодолеть. И они никогда не отчаивались, никогда не вешали свою голову, и всегда были способны проявить усилия для того, чтобы преодолеть эти трудности. У них никогда не было ни прокрастинации, ни депрессии, они никогда не откладывали все на потом, никогда не поддавались депрессии. Они не использовали каких-то хитрых методов, не пытались избежать трудностей и трудных условий или каким-то образом смягчить их. Когда возникали трудности или проблемы, или опасность, они пытались изменить их, трансформировать так, чтобы использовать для своего собственного блага. И это отличительная черта этих святых личностей и великих героев, и в этом различие между ними и нами. И это очень важно понимать, очень важно осознавать это. И, например, если мы возьмем
воплощения карма, они поступали таким же образом. Некоторые люди могут подумать, что кармапы не испытывали никаких трудностей или неудач. Это просто невозможно. Но на самом деле это совершенно не так, как мы думаем. Трудности и проблемы возникают везде, за исключением чистых земель, таких как Сукхавати и прочие. Проблемы и трудности возникают везде, и они неизбежны. Нет такого места, где бы не было таких проблем. В особенности в нашем мире. Сейчас, когда усиливаются времена 5 упадков, возникает бесконечное количество препятствий, создаваемых марами, а также возникают многие трудности. Они проливаются, будто бы ливень. И также один из великих учителей говорил, что когда вы распространяете дхарму в этом мире, вы должны сталкиваться с проблемами и трудностями. И поэтому все эти трудности, когда вы распространяете учение, все эти трудности проливаются подобно ливню. И сейчас в это время, когда распространяются времена упадка, 5 видов упадка, возникает множество опасностей, возникает множество трудностей и проблем, которые необходимо преодолевать. И если мы возьмем другой пример, например, если мы отправляемся на войну, и мы являемся предводителем или генералом, и мы находимся в окружении своих солдат, мы находимся в окружении вражеских солдат, и некогда убежать. Если мы хотим вырваться из этого окружения, мы должны будем разбросать этих врагов для того, чтобы вырваться наружу. Нет никакого другого способа выйти из этого окружения. Точно так же и в нашей ситуации мы окружены, мы совершенно подавлены этими демонами Мара и проблемами. И поэтому мы называем бодхисаттв героическими бодхисаттвами. И саттва на тибетский иногда переводят как некое героическое существо, потому что они преисполнены такого героизма. Если бы у нас не было проблем, нам не было бы необходимости зарождать такую особую храбрость, такую особую решимость, не было бы никакой причины становиться бодхисаттвой и заниматься деяниями бодхисаттвы. И все проявления кармапы испытывали различные трудности, будь то направление, количество или размер этих проблем. В будущем, если у меня будет возможность, я расскажу вам о тех трудностях, которые испытывали воплощение кармап. Если вы почитаете их жизнеописание, вы увидите, что они испытывали огромное количество трудностей и страданий. Они испытывали практически одни трудности и страдания. И они забирали себе все самое плохое, а своему окружению, ученикам отдавали все благое и все прекрасное, подобно различным драгоценностям. И есть такое мирское высказывание: чем выше ваше познание, тем выше ваша ответственность. Чем больше ответственность, тем больше давление. Есть такое высказывание в нашем мире, и воплощение кармапы несли на себе великую ответственность. И настолько, насколько была велика их ответственность, настолько большее давление они испытывали. И мы не можем даже представить себе, какое давление они испытывали. И все потому, что нам не надо нести на своих плечах, взваливать на свои плечи ответственность, которая лежала на них. И у нас нет также и той способности или силы справляться с этими трудностями и проблемами, которыми обладали воплощения карма. Что же мы можем понять? Мы можем понять то, что они несли на себе великую ответственность, они обладали великой силой.
И в то же время они никогда не отчаивались. Они всегда были способны преодолеть проблемы и трудности. Они всегда могли преобразовать эти трудности в причины для своего собственного прогресса и развития. Они все противостояли препятствиям и трудностям, и более того, эти неблагоприятные препятствия становились причиной для накопления заслуг и принесения пользы другим живым существам. Они обращали их в благоприятные условия для своей практики. Это то, чему нам необходимо научиться у них. Это то, что нам необходимо взять как пример. И здесь очень важным моментом является то, что когда в нашей повседневной жизни возникают трудные ситуации, когда мы лишены удачи, в этот момент мы можем подумать, что я такого сделал, что мне не сопутствует удача, почему я так неудачлив, почему мне не везет, почему я сталкиваюсь с таким большим количеством трудностей. И если мы будем постоянно жаловаться, то это не поможет нам, это не имеет никакого смысла. Наша человеческая жизнь большей частью состоит из того, что мы не можем достичь, чего желаем, или сталкиваемся с неблагоприятными условиями. И все это потому, что наше существование по своей природе является страданием. И если мы надеемся, что все будет сбываться спонтанно, то наше представление не соответствует реальности. И поэтому, когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями, с проблемами, нам тут же необходимо вспомнить о том, что те проблемы, трудностями, с которыми я сталкиваюсь, мы, конечно же, можем применять превентивные меры для того, чтобы эти трудности не возникали. Однако, если уж трудности возникли, то мы должны использовать их как прекрасную возможность для накопления заслуг и принесения пользы другим живым существам. Но необходимо воспринимать эти трудности именно таким образом. И, например, если ежедневно у нас возникают какие-то неблагоприятные обстоятельства, мы должны воспринимать их как условия для своего улучшения, условия для своего прогресса. Если мы можем воспринимать эти условия таким образом, то мы в самом деле сможем использовать их на свое собственное благо и благо других. И, говоря коротко, все те трудности, которые мы встречаем в своей жизни, если мы можем с ними справиться, если мы сталкиваемся с другими трудностями в нашей жизни, если мы не оставляем их, если мы не убегаем от них, то мы можем усилить свой собственный характер, мы можем усилить свою собственную храбрость и решимость, мы сможем обрести этот навык преодоления трудностей и проблем. Если же мы сталкиваемся с проблемами, если мы можем обратить их в условия для практики, то тогда в нашей практике дхармы не возникнут никакие препятствия. Наша практика будет непрерывной, и мы никогда не отчаемся. Наша храбрость, наша решимость всегда будут сильны. Если же мы потеряли надежду, если мы зародили ложные воззрения, если мы отчаялись, то мы не сможем заниматься верно духовной практикой. И поэтому нам необходимо понимать, что мы должны стараться преобразовать неблагоприятные условия в благоприятные условия для практики дхармы, для того, чтобы мы могли усиливать свою собственную практику дхармы. И очень важным моментом является размышление об этом. Теперь давайте я продолжу. И следующее четверостишее, это 19-е четверостишее. Принятие неблагоприятного как пути. Хотя это было невыносимо, я не презирал страдающих существ за их вредоносность. Зная о природе присущих им омрачающих недостатков, эти недостатки казались еще более нестерпимыми, и это также, я считаю, одним из своих благих деяний.
И также в Сакья-Ликше, в прекрасных высказываниях Сакья-Пандиты говорится: возвышенные существа испытывают больше вреда от своей свиты, чем из-за врагов. Кроме паразитов в его теле, какой еще зверь может съесть льва? Когда мы говорим о великом человеке или великом ламе, что причиняет ему вреда больше, нежели враги? Это его собственное окружение, его собственная свита. Например, если мы возьмем льва, нет таких животных, которые бы могли причинить вред льву. Но, однако, насекомые, паразиты, которые живут на его теле и внутри его тела, это те, кто может причинить ему вред. И точно так же и в одной из сутр Будды Шакьямуни говорится о том, что представители других школ и другие философские школы и другие люди не могли причинить ему вред. Кто же причинил вред его учению? Те, кто называл себя буддистами, те, кто называл его держателями его учения, именно эти люди причиняли вред его учению. И поэтому каким образом исчезнет учение Будды Шакьямуни? Когда он давал предсказания об этом, Будда говорил, это очень важно помнить, Будда говорил, что в будущем мое учение придет в упадок из-за тех, кто называет себя буддистами, кто называет себя держателями моего учения. Это ложные монахи, не настоящие монахи. Это те, кто будет не согласен друг с другом, они будут спорить и сеять раздор друг с другом. Они будут говорить, что я придерживаюсь правильного учения, он придерживается ложного учения, мои воззрения соответствуют учению, а его воззрение не соответствует учению. И таким образом среди них будет посеяна разрозненность и разлад. И говоря кратко, учение Будды Шакьямуни придет в упадок из-за споров внутри самих последователей учения. Учение Будды Кашьяпы пришло в упадок из-за того, что монахи были очень ленивы, они не занимались практикой и были ленивы, и из-за этого учение Будды Махакашьяпы, предыдущего Будды до Будды Шакьямуни, пришло в упадок. Учение нашего же Будды Шакьямуни придет в упадок не из-за других школ или из-за каких-то внешних людей. Они не смогут причинить ему вреда. Самой большой опасностью для нашего учения Будды Шакьямуни, являются держатели учения этого Будды. Те люди, которые называют себя держателями этого учения, они причинят ему наибольший вред. Например, Микё Дорджи, Кармапа Микё Дорджи проявлял любовь, сострадание ко многим живым существам, в особенности он был очень добр ко многим людям, но они не отплачивали ему добротой за доброту. Вместо добра они возвращали ему вред. Они вредили ему в ответ. Однако же Кармапа, видя, что они отвечают ему злом на добро, он все равно продолжал проявлять любовь и сострадание по отношению к ним. Он был несравнен в любви и сострадании к людям и к живым существам. И некоторые люди в том месте, где необходимо давать учение, они дают учение, где необходимо даровать материальные вещи, они дают материальные вещи. Но те, кому они дают эти учения и дают вещи, материальные вещи, впоследствии говорят, что вы никогда не были добры по отношению к нам. И, например, многие из его учеников, а также некоторые из его окружения, из его свиты, говорили, что вы никогда не были, вы ничего не сделали для нас, вы никогда не были добры по отношению к нам. Но Кармапа понимал, что они никогда не обладали большими знаниями или пониманием, и поэтому он
не воспринимал их как своих, как своих врагов и никогда не обделял их любовью и состраданием. Однако были и очень ученые люди, дешевые ученые, которым он также давал материальные подарки, и также он давал им все те учения, которые были необходимы, все те учения, которые они желали. Но если у них возникало какое-то недовольство, пусть малейшее недовольство, они сразу же начинали ругать Кармапу. Более того, они хулили Кармапу перед другими людьми. Они говорили о том, что у меня есть знания, но несмотря на это, Кармапа не видит во мне никаких достоинств. Кармапа не относится ко мне с должным почтением, и поэтому я отправлюсь в другую местность, и там буду являть свои деяния ученого. И однажды я прославлюсь. И вы все увидите, насколько это правда или неправда. И поэтому некоторые из учеников Кармапы поступали таким образом. И это всего-навсего один из примеров. И это пример того, как Кармапа проявлял доброту по отношению к кому-то, но в ответ получал лишь зло. И что же думал Кармапа в эти моменты, когда он проявлял доброту к кому-то, а в ответ получал зло? Обычные люди бы разгневались, они бы опечалились, но не таков был Кармапа. В его уме не было никаких колебаний в отношении этих людей. Когда они снова приходили на аудиенцию к нему, он всегда был расслаблен, он всегда разговаривал как обычно. Он смотрел на них с любовью, никогда не смотрел на них гневным взором и всегда делал им подарки. И среди этих учеников, те, у кого было хотя бы немного заслуг, они становились подходящими сосудами для практики дхармы. Их умы начинали преобразовываться, они начинали трансформироваться. Но среди них были те, у кого не было совершенно заслуг, не было никакой удачи. И для них эти поступки не меняли ничего. Однако Кармапа, понимая это, никогда не оставлял их своим состраданием и любовью. Он всегда молился об их благе. Он всегда создавал устремления для того, чтобы они обрели благо и счастье. А теперь давайте сделаем небольшой перерыв на 30 минут. И сегодня я много уже сегодня рассказал о Микёдорджи, и говоря кратко, Микёдорджи всегда приносил пользу всем тем, кто причинял ему вред. Он никогда не был он никогда предвзято не относился к другим школам, к тому, кто его критиковал, и он всегда совершал даяние без всякого сожаления различным людям. И точно так же он никогда ненавидел своих врагов, он никогда не воспринимал тех, кто причинял ему вред, как своих врагов, и не относился как-то особенно к тем, кто совершал ему разные даяния и подарки.
И некоторые говорили о том, некоторые из его последователей говорили о том, что он поступает несколько неверно, потому что он не заботится о тех, кто совершает ему подношения и так далее. И некоторые говорили о том, что он не может мыслить и являть свои деяния обширно. Однако же однако Микьо Дорджи, его святейшество Микьо Дорджи, когда совершал свои великие деяния, некоторые говорили о том, что он не знает, как совершать эти деяния. И хотя он был они говорили, что хотя он великий лама, он не знает, как быть великим человеком с точки зрения мирского отношения. Однако те, кто критиковал Микьо Дорджи, Кармапу Микьо Дорджи таким образом, он никогда не воспринимал их как своих врагов. Он не воспринимал их как своих врагов. Он говорил о том, что некоторые могут увидеть меня, могут видеть меня, воспринимать меня таким образом, и, может быть, я и обладаю такими недостатками. То есть он говорил таким образом. И когда другие совершали недобродетельные, плохие действия по отношению к нему, Микьо Дорджи никогда не проявлял своего гнева. И причина, почему он поступал таким образом, заключается в том, что простые люди, обыкновенные люди не знали, к кому обратиться. Они не имели другого объекта надежды, исполнения своих чаяний. И поэтому он никогда на них не гневался. И откуда мы можем знать об этом? Как вы знаете, у Микьо Дорджи был прислужник Санге Палджуб. И Санге Палджуб видел такие обстоятельства. Он видел, что Кармапа заботится о своих учениках, но некоторые из этих учеников он видел, что их помыслы и действия многие из них не могли сказать всю правду Кармапе, боясь, что они обеспокоят или огорчат его. И боясь этого, они не всегда доносили ему правду, не всегда полностью излагали все обстоятельства. И Кармапа говорил им, что у меня не возникает беспокойств. Я не бываю возмущен или несчастлив из-за этого. И почему это так? Потому что обычные, простые люди, думая, что это может принести ему какое-то огорчение, поступали таким образом. И обычные люди, как говорится об этом в Бодхисаттва-чарье Аватаре, обычные люди очень часто обладают плохим характером. Они находятся в неведении. И он это очень ясно и прекрасно понимая, из глубины своего ума, видя этих необузданных живых существ, этих злобных живых существ, этих людей, он не воспринимал их как нечто плохое или злое. Например, если мы прочитаем молитву Майтрии, которая была написана защитником живых существ Майтрии, Будды и Бодхисаттвы из-за того, что они омрачены кармой и завесами, из-за того, что они находятся под властью кармы и омрачений, какие бы недобродетельные действия они ни совершали, Будды и Бодхисаттвы
никогда не думают о них как о плохих или злобных существах. Они никогда не относятся к ним плохо. И Микё Дорджи, Кармапа Микё Дорджи понимал это таким же образом. До тех пор, пока живые существа не отбросили карму и омрачение, они не могут поступать по-другому. И он понимал это. И поэтому он давал такие наставления Санге Палджубу. И Санге Палджуб непосредственно напрямую слышал эти слова от Кармапы Микё Дорджи. И поэтому, когда кто-то причинял ему вред, в ответ Микё Дорджи старался принести как можно большую пользу этим людям, никогда не причинял им вреда и никогда не думал о них плохо. И поэтому он никогда не гневался на этих людей, никогда не испытывал злобы по отношению к этим людям. И если подвести итог, то смысл этого 19-го четверостишия следующий. Когда кто-то причиняет нам вред или кто-то затаил злобу против нас, как необходимо взирать на этих существ, на этих людей, как необходимо практиковать в этих обстоятельствах, как необходимо использовать различные методы, чтобы принести им пользу. И здесь существует несколько способов мышления. И есть способ мышления с точки зрения 8 мирских дхарм. Если мы думаем об этом с точки зрения 8 мирских дхарм, то есть у нас есть такой подраздел рассмотрения этого с точки зрения 8 мирских дхарм. И если кто-то возирает на эту такую ситуацию с точки зрения 8 мирских дхарм, то такой человек относится к тем, кто причиняет ему вред. Например, если это какой-то человек, который не связан с нами, или человек, к которому вы относились хорошо, не приносили пользу, и этот человек совершенно бессмысленно и бесполезно причиняет вам вред, если он специально причиняет вам вред, как необходимо относиться к этому человеку? Если он специально причиняет вам вред, мы должны думать следующим образом. Вследствие определенных причин и условий этот человек будет испытывать трудности, будет испытывать результаты своих собственных действий. И мы думаем о тех результатах, мы можем предположить, каковы будут результаты его действий, когда мы приносим им добро, а он в ответ отвечает злом. И размышляя об этом, мы понимаем, что добродетель является причиной счастья, а недобродетельные действия являются причиной страданий. И поэтому тот человек, который поступает таким образом, человек, который вместо добра отвечает злом, в будущем этот человек будет вынужден испытать на себе результаты своих собственных действий. Он будет вынужден испытывать несчастливые, неблагоприятные результаты своих действий. И так как мы понимаем это, те, кто верят в закон причины и следствия кармических действий, у такого человека не зародится ни гнев, ни злоба по отношению к такому человеку, который причиняет нам вред. И почему же это так? Причина этого заключается в том, что если мы верим в причинно-следственную связь действий и их результатов, человек, который поступает таким дурным образом, будет вынужден испытывать невыносимые страдания, невыносимые результаты своих действий. И хотя этот человек понимает, может быть, понимает это, вследствие того, что он находится под властью сильнейших омрачений и кармы, он не может справиться с этим. И на самом деле, если мы посмотрим на эту ситуацию,
то на самом деле мы увидим, что этот человек находится под властью омрачения и кармы. И если хорошенько подумать об этом, то вместо того, чтобы гневаться на этого человека, мы должны зародить сострадание по отношению к нему. Если мы посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, когда другие причиняют нам вред, большинство людей начинают гневаться или ненавидеть этого человека. В уме такого человека возникает страдание. И почему эти страдания возникают? Потому что мы думаем, что он оскорбил меня, или он смотрит на меня свысока, или вызывает причины для моего огорчения, и вследствие этого мы гневаемся на этого человека, мы злимся на него. Но если мы думаем, что этот человек причинил мне вред, если мы думаем, что он причинил мне страдания, существует много различных способов причинить вред человеку. Однако, если подвести, если смотреть их по категориям, мы можем сказать о том, что здесь 4 таких категории. Это потери, которыми люди могут причинить нам вред. Это потери вещи, которой мы дорожим. Или перечисление кем-то наших недостатков. Или причинение физической и физической и ментальной боли или дискомфорта. И 4 — это презрение и оскорбление. То есть это те 4 способа, которыми люди могут причинить нам вред. Если мы рассмотрим все виды вреда с точки зрения главных их подвидов, то это те 4, о которых мы сейчас говорили. И все эти 4 негативных аспекта являются подходом 8 мирских дхарм. И, как я уже говорил, эти 8 могут быть разделены на 2 категории по 4. И поэтому весь тот вред, который мы испытываем, может быть подразделен на эти 4 категории. Если мы размыслим об этом подробнее, хорошенько, мы поймем, что мы не можем обрести то, что мы хотим. Мы испытываем трудности физического и ментального толка. Кто-то перечисляет наши недостатки и критикует нас. И если мы рассмотрим корень этих явлений, то мы увидим, что это все происходит из-за нашей собственной привязанности. Если кто-то критикует нас, перечисляет наши недостатки, такой человек воспринимает нас как нечто неприятное, и вследствие этого этот человек испытывает гнев по отношению к нам. И поэтому мы должны понимать, что все это проистекает из-за привязанности. Если кто-то возносит нас или критикует нас, оскорбляет нас, если мы не относимся к этому серьезно, то мы не слишком радуемся, когда нас возносят, когда нас оскорбляют или принижают, мы не будем сильно опечалены, потому что эта радость и печаль возникает вследствие сильной привязанности. Если мы считаем что-то важным, то это сильно воздействует на наш собственный ум. Из этих 4 дхарм, первое — это потеря вещи, которой мы дорожим. Если мы дорожим какой-то вещью или потеряли ее, или какой-то человек, которого мы очень ценим, если мы вынуждены с ним расстаться, это те вещи, которые мы можем потерять. И, например, если мы поговорим о первом из этих 2, если мы теряем какую-то вещь, которую очень дорожим или которую очень ценим, если какой-то другой человек забирает то, что мы очень ценим, что очень дорого для нас, отнимает у нас, или обманув, забирает у нас эту вещь,
мы будем испытывать страдания. Но на самом деле, если мы потеряли какую-то вещь или богатство, например, деньги, если мы потеряли свой кошелек и потеряли много денег с этим кошельком, когда мы теряем эту вещь, когда теряем это богатство, мы можем обратить это в практику даяния. Если кто-то украл или отнял у нас эти деньги или вещи, мы можем подумать, что я совершаю даяние этих вещей. И я думаю, что это будет благим деянием, это будет хорошо. Почему это так? Потому что даяние — это желание даровать, это то, что мы не можем обычно отдать другим людям. То, о чем мы сожалеем, то, что мы жалеем отдать другим. Потому что если мы отдаем то, что мы не ценим или что нам не нужно, то такое даяние просто подобно выбрасыванию каких-то ненужных вещей, потому что эта вещь нам не нужна. Если мы отдаем такие неважные, ненужные для нас ненужные вещи, то это подобно расхламлению своей собственной квартиры или жилища. Это вещи, которые мы не нужны. И на самом деле такое действие не является даянием. Если нам кто-то дает какую-то ценную вещь, или мы сами отдаем кому-то какую-то вещь, если мы очень ценим эту вещь, если мы думаем, ах, какая хорошая вещь, но тем не менее совершаем даяние этой вещи, то это в самом деле даяние. Просто передать какую-то вещь в руки другого еще не является даянием. И в Бодхисаттва-чарья аватаре говорится, что определением даяния является желание отдать. Будь то тело или корни добродетели, или какое-то богатство, наши собственные вещи, если мы способны и желаем их отдать, это является даянием. Что же является противоположностью даяния? От чего мы пытаемся избавиться с помощью даяния? Это скаредность или жадность. Это то, что мы устраняем по сравнению с даянием. Это неспособность отдать какие-то вещи. И поэтому даяние является противоядием жадности. Мы практикуем даяние для того, чтобы уменьшить, ослабить свою жадность. Если же у нас нет чувства ценности какой-то вещи, то такое даяние не будет противоядием жадности. Потому что во время даяния мы должны отдавать то, что мы ценим. И поэтому, когда мы теряем какое-то богатство или вещи, если мы чувствуем какой-то дискомфорт из-за того, что у нас кто-то что-то отнял или своровал, мы должны думать, что я совершил даяние этому человеку. Если у нас есть такая способность, то более того, тот, кто своровал или отнял у нас какую-то вещь, мы думаем о том, что мы стараемся зародить стремление принести пользу этому человеку. Мы думаем о том, что пусть та вещь, которую он украл или отнял у нас, пусть она принесет ему пользу, и пусть он не испытает результатов этого своего дурного поступка, воровства или грабежа. Пусть результаты не созреют для такого человека. И поэтому, даже если кто-то украл у нас кошелек или украл какую-то другую вещь, мы не думаем о том, что я что-то утратил, я что-то потерял. Мы трансформируем этот помысел, и мы думаем, что я совершил даяние, я дал подарок этому человеку. Если мы можем трансформировать таким образом, то это становится причиной для накопления заслуг. Мы можем сделать эту ситуацию благоприятной для накопления заслуг, и таким образом мы извлечем для себя большую выгоду и пользу. И есть такая тибетская пословица «одним камнем убить двух птиц». То есть таким образом мы достигаем двух целей одним действием. Мы достигаем таким образом двух больших целей. И если кто-то отнял у нас или украл что-то очень ценное,
какую-то вещь, которую мы очень ценим, нам необходимо размышлять таким образом. Теперь второй раздел. Если мы расстаемся с каким-то человеком, которого мы очень ценили, как нам необходимо размышлять в этом положении, в этой ситуации? Если размыслить об этом подробнее, если есть какой-то человек, который доверяет нам, что бы ни случилось, этот человек будет продолжать доверять нам. Он будет доверять нам. И более того, если он нам в самом деле доверяет, если кто-то пытается навести навет на нас, будет говорить какие-то дурные вещи о нас, для того, чтобы мы расстались, или чтобы он утратил веру по отношению к нам, это не произойдет. Например, если мы возьмем наших любимых родителей, в какой бы трудной ситуации мы, не отчаянной ситуации мы не оказались, они всегда стоят за нашей спиной, они всегда нас поддерживают. И я думаю, что подобных родителей людей, наверное, очень немного. У нас могут быть люди, множество людей, которых мы можем называть своими друзьями, но на самом деле, когда мы находимся в отчаянной ситуации, лишь небольшое количество людей остается у нас за спиной, лишь небольшое количество людей поддерживает нас, когда мы отчаялись, когда мы находимся в крайне тяжелой ситуации. Мы понимаем, кто является нашими настоящими друзьями, истинными друзьями. И во многих жизнеописаниях предыдущих святых людей, святых личностей, мы видим, что их ближайшее окружение очень часто доставляло им трудности. Например, сам Будда Шакьямуни, у него был двоюродный брат Девадатта, и этот Девадатта постоянно доставал ему проблемы, вплоть до того, что пытался убить Будду Шакьямуни. Он постоянно оскорблял его, он постоянно говорил о нем плохие вещи и таким образом создавал проблемы, создавал трудности для Будды. И когда Будда находился в этом мире, многие тиртики, небуддийские учителя, также говорили о нем дурные вещи. Они говорили народу посреди большого собрания людей, они говорили, высказывали свои сомнения относительно Будды Шакьямуни, и таких случаев было немало. Однако же, святые личности никогда не гневались на тех, кто их поносил или ругал. Они никогда не испытывали несчастья, не утрачивали присутствие духа. И в ответ на такой вред, на такую хулу, они отвечали добром. Они медитировали на сострадание по отношению к этому человеку. Или понимали, что этот человек находится под воздействием омрачений и кармы. Они понимали, что он находится в безвыходной ситуации и беспокоились об этом человеке. И, например, если любящая мать, когда ее ребенок подрос, когда он стал довольно уже большим, или тинейджером по-английски, когда он стал подростком, когда ему исполнилось 12, 13 или 14 лет, в этом возрасте дети очень часто не слушают своих родителей, они очень часто не возвращаются домой, они не слушают родителей, они совершают разного рода неблагоприятные, недобродетельные деяния. Но как бы неплохо ни поступал этот ребенок, какие бы плохие действия он не совершал, как бы он плохо не относился к своим родителям, родители не перестают его любить. Более того, они заботятся и беспокоятся о нем еще больше. И поэтому, если мы расстаемся с кем-то,
нет причины для того, чтобы испытывать печаль от того, что мы расстаемся с кем-то. Потому что если мы искренне стремимся принести пользу этому человеку, то через какое-то время этот человек наверняка поймет это, и его мнение изменится. И мы, практикуя дхарму, должны понимать, что если мы приносим добро кому-то, мы не должны надеяться на то, что нам ответят добром на добро. Если мы надеемся на этом, если мы надеемся на ответную благодарность, то это неверно. И почему же это так? И здесь есть несколько причин. И первая причина: если мы приносим пользу кому-то, это не значит, что нам ответят добром. И, например, если мы надеемся таким образом, и кто-то не отвечает нам добро на добро, то мы можем сильно опечалиться и испытать большие страдания. Поэтому мы не должны надеяться на добро в ответ на добро. Вторая причина. Некоторые люди бывают хорошими, у кого-то бывает хороший характер, но бывают люди с плохим характером. Те, кого обуревают сильные омрачения. И когда мы приносим благо таким людям, мы очень надеемся, если мы очень надеемся, что такой человек ответит добром на добро, и приносим ему добро, то этот человек обязательно ответит нам злом, потому что это его природа, потому что это его характер, потому что такой человек не поступает хорошо. И поэтому мы можем, здесь опасность того, что мы потеряем свое присутствие духа. И здесь, в связи с этим, я хочу рассказать историю. У Будды Шакьямуни был ученик, Шарипутра. Среди шраваков, слушающих, у него был один из самых известных учеников, два известных ученика, Шарипутра и Маудгальяна. Я уже говорил много про Маудгальяну, и сегодня я хочу рассказать о Шарипутре. И это рассказ с точки зрения Махаяны, не Хинаяны, а Махаяны. И в Махаяне говорится о том, что Шарипутра, в сутрах Махаяны говорится о том, что Шарипутра прежде был, в одно время в одном из своих рождений, он зародил бодхичитту, зародил устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. Он стремился к тому, чтобы установить всех живых существ в состоянии пробуждения. Он дал такое обещание, дал такую клятву. Однако у него возникло препятствие. Однажды Мара, как бы там ни было, Дюдиктачен или Мара, этот Мара подумал, что я создам препятствие для Шарипутры, для практики Шарипутры. И он принял образ брамина и отправился к Шарипутре и попросил Шарипутру отдать ему свою руку. И когда он обратился с такой просьбой, Шарипутра без каких-либо сомнений отрезал правую руку и левой рукой, так как у него было только две руки, когда он отрезал правую руку, он вынужден подать левой рукой свою отрубленную руку. И когда он поступил таким образом, брамин сказал, что ты подаешь мне левой рукой, а это признак неуважения. В Индии левую руку считают неблагоприятной, считают грязной или плохой. И это та рука, которую обычно используют в туалетной комнате. И поэтому, когда Шарипутра отдал свою отрубленную руку левой рукой, он сказал, это признак неуважения. И в этот момент Шарипутра подумал, я не могу принести пользу, выполнить благо, принести благо даже одного живого существа, что уж говорит о всех живых существах. И поэтому он оставил всех живых существ. И говорят, что в этот момент он утратил бодхичитту, он оставил это устремление. Я не знаю, точно ли я передал эту историю, но я постарался как можно ближе передать эту историю. Если мы надеемся на добро в ответ за добро, то тогда самая большая опасность во время практики бодхисаттв заключается в том, что мы надеемся на добро в ответ на добро. Если мы
надеемся на такой ответ, то мы будем опечалены, потому что среди людей большая часть людей обладает плохим характером. Это плохие люди. И живых существ очень трудно привлечь к себе, очень трудно добиться блага для этих живых существ, принести им пользу. И поэтому, если мы надеемся, что в ответ на добро нам будут отплачивать добром, то это лишь причина для того, чтобы у нас возникали препятствия. Мы не сможем извлечь из этого никакой пользы и блага. И поэтому мы не должны надеяться на то, что если мы поступаем хорошо, если мы совершаем благо по отношению к кому-либо, мы не должны надеяться на благо или добро в ответ. И мы, будучи практикующими дхарму, в особенности, будучи практикующими деяния бодхисаттв, практикующими бодхичитту, мы должны зарождать любовь и сострадание по отношению ко всем живым существам. Мы должны равностно относиться ко всем живым существам. Мы должны приносить пользу тем, кто приносит нам пользу, кто поступает хорошо по отношению к нам. Но более того, мы в особенности должны поступать хорошо и приносить пользу тем, кто причиняет нам вред, кто поступает дурно с нами. И мы должны все время родить о счастье и благе тех, кто поступает плохо по отношению к нам. Нам необходимо думать о том, какие страдания будет испытывать человек, который причиняет вред в ответ на добро. И поэтому это то, о чем мы должны размышлять. И также мы не должны, так сказать, сводить счеты с кем-либо. Мы не должны говорить человеку, что я тебе принес такое-то добро, а ты в ответ причинил мне такое-то зло и так далее. То есть мы не должны сводить счеты с кем-либо. И точно так же, как мать любит своего ребенка, точно так же и мы должны относиться ко всем живым существам. И если мы можем поступать таким образом, это признак того, что у нас есть любовь и сострадание. Если мы думаем, что я люблю всех живых существ, если я исполнен любви и сострадания ко всем живым существам, но если кто-то не согласен с нами, если кто-то проявляет даже какое-то малейшее несогласие с нами, мы сразу воспринимаем его как злейшего врага, это признак того, что у нас нет ни любви, ни сострадания. И хотя такой человек может говорить, что у меня есть любовь и сострадание ко всем живым существам, на самом деле это вовсе не так. Потому что признаком любви и сострадания является то, что когда нам причиняют вред, мы способны воспринимать этих живых существ с любовью и состраданием. Если же кто-то причиняет нам вред, или кто-то, пусть даже в малейшей степени не согласен с нами, мы сразу воспринимаем этого человека как врага. Это признак того, что у нас нет ни любви и сострадания. И поэтому, если мы надеемся на какой-то благой ответ, если мы надеемся на что-то хорошее в ответ, то это признак того, что у нас нет истинной любви и сострадания. И следующее, к чему я хочу перейти, как нам необходимо поступать, когда нас кто-то оскорбляет или поносит. И был Лангри Тамба, великий учитель традиции Кадампа, который написал текст «8 строф тренировки ума». Он говорил о том, что когда кто-то поносит и оскорбляет меня, в этот момент я должен отдать свою победу и забрать себе поражение. И что же это значит? Если кто-то из зависти, кто-то оскорбляет меня, кто-то поносит меня, критикует меня, кто-то говорит совершенно неприемлемые вещи обо мне, совершает какие-то дурные поступки по отношению ко мне, то в этот момент необходимо отдать победу другому и забрать себе поражение. Его стишь говорит, что у него немного болит голова, его беспокоит немного голова. И когда кто-то вербально оскорбляет нас, поносит нас,
как нам необходимо думать в этот момент, как необходимо размышлять в этот момент. Мы думаем, что он оскорбляет нас из-за того, что в его уме пылает огонь гнева, из-за того, что в его уме бушует тайфун зависти, и из-за того, что его омрачения очень сильны. Этот человек говорит нам различные вещи. И поэтому мы должны понимать, что все это происходит из-за того, что его мышление очень узко, из-за того, что он не может анализировать ситуацию. И вследствие этих причин он поступает таким образом. И у этого человека нет свободы, потому что он находится под властью своих собственных эмоций и омрачений. И он не может победить эти омрачения и эмоции, и поэтому он вынужден следовать им. И, например, если кто-то бьет нас палкой, мы не будем гневаться на эту палку. У нее нет никакой вины, потому что у палки нет никакой воли. Ее используют как инструмент для того, чтобы ударить нас по голове, и поэтому мы не будем злиться на эту палку. Потому что у палки... Потому что палка не придет сама бить нас. Какой-то человек использует эту палку для того, чтобы побить нас, для того, чтобы ударить нас. И точно так же мы должны рассматривать этого человека. Этот человек находится в схожей ситуации, потому что он находится под властью омрачений. И эти омрачения сильнее, чем этот человек, и поэтому у него нет никакого другого выхода. Он не может справиться с этой ситуацией. Однако, если мы поразмыслим об этом подробнее, когда кто-то поносит нас, хулит нас, поливает нас грязью, иногда эти явления возникают из-за того, что в самом деле у нас есть какой-то недостаток. Если у нас есть какой-то недостаток или порок, в глазах другого человека он увеличивается во много раз, он кажется им огромным. Но в конечном итоге у нас в самом деле есть некий недостаток или порок. И вследствие этого порока или недостатка люди начинают нас оскорблять или поносить. И поэтому мы должны понимать, что когда кто-то нас оскорбляет или критикует, мы должны использовать это для того, чтобы обратить свое внимание, свой взор внутрь, и для того, чтобы увидеть эти недостатки, которые находятся в нас самих. Большинство людей не видят своих собственных недостатков, они не воспринимают их. И, как я уже приводил цитату прежде, для того, чтобы смотреть на других, нужны глаза, для того, чтобы смотреть на себя, нужно зеркало. И поэтому, хотя у нас есть два глаза, два зрачка, мы не можем увидеть свое собственное лицо. Нет таких глаз у нас, чтобы увидеть свое собственное лицо. Для того, чтобы увидеть самих себя, нам необходимо зеркало. И только посмотревшись в это зеркало, мы можем увидеть самих себя. И поэтому наши недостатки, наши собственные пороки — это то, что большинство людей не видит. Это то, что могут видеть другие. И когда мы смотрим на других, наше внимание обращено вовне. Большей частью мы изыскиваем недостатки других. И нам кажется, что у нас нет никаких ни ошибок, ни пороков, ни недостатков. Святые же личности, они поступают противоположно этого. Они понимают, что все недостатки находятся в них, а все достоинства или благие качества находятся у других людей. И, например, как я уже приводил прежде, слова Геше Лантангпы, этот Геше Лангри Тамба говорил: какие бы тексты я ни читал, я не вижу ничего, кроме одного ключевого момента. И какой же это важный момент? Все недостатки — это мои недостатки, все благие качества — это качества благих существ.
Какие бы тексты я ни читал, какие бы трактаты я не читал, я вижу лишь один ключевой момент. И также великие учителя традиции Кагью говорили, то, насколько мы знаем, как поступать правильно по отношению к действиям и их результатам, зависит от того, что мы видим, что большинство недостатков находится в нас, и большинство достоинств находится у других. И только так мы можем знать, как поступать верно, что принять, а что отвергнуть. Иначе мы не сможем верно различить, что необходимо принять, а что отвергнуть среди действий и их результатов. И поэтому мы часто не видим, что у нас нет, не видим, что у нас много недостатков. Нам даже если у нас есть эти недостатки, мы не можем с ними справиться, мы не можем от них избавиться. И поэтому очень важно понимать это. И когда кто-то критикует нас, перечисляет наши недостатки, очень часто мы думаем, что я сам не вижу своих собственных недостатков. И благодаря доброте этого человека, вследствие этой помощи этого человека, я могу понять, я могу почувствовать свои собственные недостатки, свои собственные пороки. И теперь у меня есть прекрасная возможность для того, чтобы трансформировать себя, изменить себя к лучшему, избавиться от недостатков и пороков. Если бы другие обвиняют нас совершенно без какой-либо основы или причины, если у нас нет никаких недостатков или мы не допустили никаких проступков, и нас кто-то ругает и критикует, как нам необходимо поступать? Нам необходимо думать следующим образом. И даже если в этой жизни или в ближайшее время мы не совершали каких-то проступков, в предыдущих жизнях наверняка мы совершали недобродетельные действия. И сейчас результатом тех предыдущих недобродетельных действий возникает эта критика, возникают беспочвенные обвинения, и нам может показаться, что это какие-то беспочвенные, совершенно беспричинные обвинения. Но на самом деле, если мы рассмотрим эту ситуацию, причин кармы совершенно не приложен. И мы в прошлой жизни совершили проступки, результатами которых являются эти беспочвенные обвинения. И в предыдущих жизнях мы накопили недобродетельную карму, и теперь пожинаем ее плоды. Мы должны понимать это. И таким образом относиться к этим беспочвенным обвинениям. И говоря кратко, если кто-то поносит нас, если кто-то обвиняет нас или критикует нас, как я уже говорил прежде, если у нас есть какие-то недостатки и ошибки, надо их исправить. Если у нас нет никаких недостатков и ошибок, мы должны воспринимать это как некое побуждение к тому, чтобы в будущем мы не допускали таких проступков и ошибок. Если мы думаем, что нас беспочвенно обвиняют, то в этом нет никакого смысла. Нам необходимо избавиться от гордыни, уменьшить свою гордыню. Нам необходимо исправлять самих себя. Нам необходимо исправлять свои собственные пороки и недостатки, работать над собой. И поэтому мы должны все время анализировать себя и свои действия. И я думаю, что если мы можем исследовать свои действия и исправлять их, это очень хорошо. И поэтому мы можем надеяться, что, опираясь на критику и оскорбление других, мы можем использовать это как условие для практики, так чтобы мы стали новым человеком, лучшим человеком. И здесь я хотел бы привести историю. После этой истории, наверное, мы завершим сегодняшнюю нашу встречу. Сегодня я не успел закончить все то, что я хотел говорить. Мы говорили о 4 мирских дхармах, и 2 остались еще. Я буду об этом говорить завтра. И мы говорили о том, что если кто-то причиняет нам вред, то необходимо стараться произнести добро этому человеку, ответить добром на зло. И я хотел в связи с этим привести эту историю. Вы все знаете эту историю. Однако я думаю, что было бы хорошо прояснить эту историю. И
у нас в Тибете был йогин, который в самом деле является нашим примером и стандартом. И это был Миларепа. Миларепа должен быть таким, как... Практикующий должен быть таким, как Миларепа. И об этом говорят все. И Дастачима Миларепа был великим практикующим, великим йогином, но и ему причиняли вред. И, например, он умер от того, что он был отравлен. И вы, наверное, знаете эту историю. И кто же дал ему яд? Кто отравил его? Здесь существует несколько объяснений, несколько историй. Обычно мы рассказываем историю о Геше Цабуве, которая была, видимо, это был Геше из традиции Кадам, который дал яд этому Миларепе, и это описывается в биографии, которая была написана Цаньон Хирукой. Но есть и вторая биография. Один из его ученики написали несколько биографий, которое было написано его учениками из 12 ближайших учеников. А также, я сейчас не помню уже имя, был другой автор, его земляк, и Кармапа, третий Кармапа, поместил это описание, жизнеописание в собрании жизнеописания Миларепы. И в этой истории говорится о том, что яд ему дал не Кадампинский Геше, а человек из области Нянам. На севере Тибета находится эта местность Нянам. И это то место, где умер Миларепа, между местностями Нянам и Тин. И в это время там проживал последователь учения Бон. И его звали Тинтуэн Чангмар. И он совершал различные ритуалы для умерших. Он совершал различные ритуалы подношения нитяных крестов и прочего для того, чтобы помогать людям, живым существам. Однако, когда Джидзуна Миларепа находился в этом месте Нянам и Тин, вследствие благословения Миларепы не возникало ни засух, ни эпидемий, и вследствие этого у этого последователя учения Бон не было клиентов, не было тех, кто к нему бы обращался за помощью. И когда у него прекратилось поступление прибыли, еды, он подумал, что все это происходит из-за Миларепы. И он затаил злобу к Миларепе и несколько раз пытался отравить Миларепу. Однако каждый раз Миларепа не принимал этот яд, и тот не мог его отравить. Но однажды он послал женщину, которая болела проказой. Сейчас в мире практически нет этой болезни. Но в то время эта болезнь присутствовала в мире, и он послал женщину, которая болела проказой, и он сказал, что я дам тебе бирюзу, большой кусок бирюзы, и тогда в Тибете бирюза рассматривалась как нечто очень ценное, ценное как золото. И тибетцы, которые отправлялись в Индию, они продавали бирюзу и покупали золото. И поэтому мы можем сказать, что, видимо, бирюза и золото были равны по своей ценности. И обычно никто не заботился о больных проказой. И, по всей видимости, эта женщина была довольно бедна. И он сказал ей: я дам тебе кусок бирюзы, а ты должна будешь отнести эту простоквашу досточтимому Миларепе. И тогда эта женщина, болевшая лепрой, согласилась. Она взяла эту чашу
И тогда этот последователь учения Бон незаметно от этой женщины отравил эту простоквашу. И когда она принесла эту чашу Миларепе, Миларепа широко раскрыл свои глаза и пристально посмотрел на нее. Он сказал, что ради этой бирюзы, ради того, чтобы ты получила эту бирюзу, я приму от тебя это подношение и выпью эту простоквашу. И он полностью выпил эту простоквашу. И когда он отведал, и когда он выпил эту простоквашу, он сказал: «Бедняжка, — сказал, — твой поступок был дурным, однако я полностью оставил цепляние за свое тело, и я оставил цепляние за это тело давным-давно, и по этой причине то, что ты причинила вред моему телу, это не причинит вред мне, и поэтому ты не испытаешь результатов, созревающих результатов этого действия. Однако ты не можешь сразу же использовать эту чашу, и поэтому он хорошенько вымыл ее водой и только тогда отдал ее обратно, потому что если бы она выпила эту простоквашу, она бы тоже умерла. И поэтому он сказал, что эта простокваша не для тебя, и поэтому он вымыл эту чашу и отдал этой прокаженной. И вследствие того, что он принял яд, он заболел. И сраженный недугом, это увидели его ученики, и многие из них начали плакать и испытывать страдания. И тогда Миларепа обратил свой взгляд в пространство и спел духовную песню. И он говорил о том, что пусть все вредящие духи, а также все болезни и все страдания являются украшениями йогинова. То есть, таким образом, он говорил, что все это делает йогина лучше. Они являются условиями для того, чтобы практика йогина стала лучше. И этот последователь Бонна, а также эта прокаженная, он молился о том, чтобы они избавились от болезней и страданий. И хотя он исполнил такую песню, никто из его учеников, носящих хлопковые одежды, не мог этого понять. Все его ученики, которые назывались Репа, носящие хлопковые одежды, никто не знал о том, что он был отравлен. И вечером той же ночью дакини наказали этого последователя Бона, и он умер. И для того, чтобы очистить его недобродетели, Миларепа спел следующую духовную песню. И смысл ее таков. Он говорит о том, что этот последователь Бона затаил дурные помыслы, но он умер раньше меня. Он хотел убить меня, но вместо этого умер раньше меня, и это очень печально. И я посвящаю все те заслуги, которые накопил в 3 временах, а также свое счастье и благополучие для того, чтобы очистить недобродетеля этого бонца, это последователя учения Бон. И я забираю все его недобродетели и молюсь о том, чтобы очистить их. И пусть в будущем он не встретится с дурными друзьями, пусть он встретится с добродетельными друзьями и так далее. И когда у человека заканчиваются заслуги, у него появляются дурные помыслы. И поэтому Миларепа молился о том, что пусть такие дурные помыслы не появятся ни у кого из живых существ. И он исполнил эту духовную песню. И среди учеников был Джигун Репа. И тогда он спросил учителя: почему вы совершаете такие молитвы, благопожелания для этого бонца? И, видимо, он не знал тогда, этот Джигун Репа не знал, что этот бонец отравил Миларепу. И Миларепа ответил, что прежде этот бонец убил одного ламу. И вследствие этого
Есть опасность того, что он отправится в несчастливые уделы, в несчастливые перерождения, так ответил Миларепа. И когда ученик услышал убил ламу, здесь я не знаю, имел ли в виду Миларепа под ламой себя или какого-то другого ламу. Как бы там ни было, Миларепа ответил: Джигурепа спросил тогда Миларепу: почему же вы приняли эту отравленную простоквашу, хотя вы знали, что она отравлена? И Миларепа ответил, что если я смог принять этот яд, то тогда этот бонец сможет избавиться от несчастливых рождений. И в конечном итоге, в конце концов, этот бонец избавится от несчастливых уделов, сможет освободиться из них. И поэтому, независимо, умер ли он от отравления или нет, как бы там ни было, я думаю, что здесь нет никакой разницы. Однако в это время Миларепа покинул этот мир. И поэтому он, зная, принял этот яд, эту отравленную простоквашу от этого последователя учения Бон. И поэтому я хочу подвести итог и говорю о том, что, и сказать о том, что даже если нам причиняют вред, нам необходимо настолько, насколько мы можем, приносить добро этим людям, которые поступают плохо или причиняют вред нам самим. И поэтому очень важно стараться тренироваться таким образом. И я думаю, давайте, наверное, сегодня здесь остановимся. Давайте перейдем к завершающим молитвам.